надо поработать, и у вас зажим плохо работает. Эта артикуляция не очень хорошая, то есть нужно хорошо, из-за того, что зажимы, и дикция не очень, да, получается. Потом я шестерку поставила. По произношению, то есть это орфоэпия. Орфоэпия. То есть орфография у нас есть правописание, орфоэпия — это правильное произношение, да, нормы литературного. Мы об этом позже поговорим. Шестерка тоже есть, ошибки. Тембр у вас 9 из 10. Хороший тембр, да? По темпу у нас тембр, темпом тоже 5 поставлю, потому что вы немножко медленно читаете. Так, интонация тоже 5, немножко монотонно. Потом не совпадает по тексту, допустим. Да? Вот здесь смотрите, чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного, да? А у вас была интонация такая, как будто что вы говорите о чем-то приятном. То есть нужно соответствовать ситуации, заданной ситуации и так далее. Логическая пауза, 3, к сожалению, паузы, тоже мы об этом говорим. Логическое ударение 5, более-менее где-то, но тоже голосом нужно уметь выделять. Допустим, возьмем такое предложение. Мы сегодня пойдем в театр. В жизни, естественно, мы говорим точно, да, передаем то или тот смысл, который мы хотели. Например, мы идем в театр, либо не соседи. Мы сегодня идем в театр. Мы сегодня идем в театр. И мы сегодня идем в театр, а не в кино. То есть вот такие логические ударения должны быть, да, допустим, это какое-то предложение, например. Национальный банк сообщил об увеличении оттока средств из страны. Об увеличении оттока средств из страны. То есть, да, нужно выделять. Если мы не будем соблюдать вот эти правила логического чтения, то наша речь, либо текст придется, например, приходится иногда выступать над конференциях, доклады, да, и так далее. Если мы неправильно, значит, сделаем ударение, то люди просто нас не поймут. Если паузы не будем, будет тяжело восприниматься текст и ваша информация, что вы хотели. Поэтому это очень важно.